Сегодня здесь не говорят о проблемах, а только делятся творчеством и умением искусно говорить на родном языке и читать стихи известных ингушских писателей. Эти ребята знают отлично, что сохранение особенностей культуры и традиций народа в наше время, пожалуй, самая важная задача, стоящая как перед старшим поколением, так и перед молодежью. Чем чаще проводят такие мероприятия, тем лучше, потому что люди не должны забывать то, что нужно знать свой язык, потому что сейчас многие люди, даже родители, не учат своих детей своему родному языку. И для того, чтобы люди поняли то, что нужно знать свой родной язык, чтобы знали все, чтобы дети знали больше о своем языке, думаю, то, что нужно почаще проводить такие мероприятия. Ингушский язык – это главный язык народа, его нужно очень даже хорошо знать. Если человек не будет знать свой родной язык, вряд ли его посчитают сыном народа. Любить родину, не зная родной речи, учитель ингушского языка и Кажевской школы считает невозможно. Тот, кто всей душой болеет за республику, должен любить язык, на котором говорит. Мероприятие с приглашенными писателями и поэтами как нельзя кстати. Чтобы наши дети как можно глубже, доступнее могли изучать свой язык, литературу, знали свои традиции, обычаи. Вот особенно это важно, мне кажется, чтобы наши дети почаще встречались с ними, общались, задавали свои вопросы, выясняли свое отношение, их отношение к языку. На каком этапе стоит наш язык на данный момент. Ни для кого не секрет, что в погоне за модой ингушский язык претерпел большие изменения и стал все чаще напоминать не литературный или даже разговорный, а скорее смешанный язык, отмечают собравшиеся гости. Поэтому и важно с малых лет приучать детей говорить правильно и красиво. Насколько глубже, насколько тоньше, насколько обоснованнее человек вникает именно в ингушский язык, в свой родной язык, тем лучше он начинает познавать другие языки, другие миры, если вы хотите знать. И в этой связи мне бы хотелось сказать родителям, поверьте мне, если ребенок хорошо усваивает свой родной язык, он прекрасно усваивает английский, немецкий, русский и прочие предметы, потому что это язык его души. И вот если он действительно делает свою душу богаче, то он делает богаче и мир, который окружает его. Ингушский язык наравне с русским обрел статус государственного, и потому каждый из нас ответственен за его сохранение для наших потомков. Собравшиеся гости на этом мероприятии, подводя итоги, отметили, что проведение декады способствует сохранению, развитию и популяризации ингушского языка, а также формированию духовной культуры и развитию интереса молодежи к творчеству поэтов и писателей Ингушетии. Ведь не зря говорят «галгай мот, няна мот, каман мот». Светлана Томова, Майербек Миржоев. Новости 24.